Здравствуйте! С вами программа «Лица, страницы, границы». И сегодня у нас в гостях делегация Северо-Кавказского федерального университета. Александр Викторович, Владимир Валерьевич, расскажите о цели вашего визита в нашу страну. Цель нашего визита в замечательную Киргизскую республику – это участие в выставке образования в России, а также презентация Северо-Кавказского федерального университета и тех направлений подготовки, тех возможностей, которые реализует наш вуз для абитуриентов, для ребят, девчат, которые в этом году и в следующем году будут заканчивать школы Киргизии. Мы считаем, что те мероприятия, которые прошли на очень высоком уровне при поддержке Россотрудничества, присутствовали ведущие вузы Российской Федерации, и наш замечательный Северо-Кавказский федеральный университет был достойно представлен. Мы, я думаю, в общей сложности увиделись с более чем 500 абитуриентами, пообщались, рассказали о нас, рассказали о том, какой у нас замечательный гостеприимный край, какой у нас прекрасный солнечный регион, также окруженный горами, как и Бишкек, имеющий такие же замечательные особенности природы в виде снежных вершин и возможностей туризма. И все это для них будет открыто и доступно, если они станут абитуриентами и станут студентами Северо-Кавказского федерального университета. Кроме того, мы, естественно, презентовали те возможности партнерства и так называемых сетевых программ и двойных дипломов для студентов, которые поступят, их возможности обучения, путешествия, возможности с вузами-партнерами в других странах, в том числе и в Киргизской республике, о чем Владимир Валерьевич, думаю, сейчас также расскажет. Перед каждой поездкой мы всегда начинаем планировать, на какие локации с какими партнерами мы встретимся, о чем будем говорить. И на самом деле вот было одно из самых приятных мероприятий как раз определить те дни встречи с нашими партнерами, с нашими коллегами. Параллельно же будет выставка. И мы были очень рады, что самое первое здание, которое мы встретили, проходя вечером, когда приехали в Бишкеке, это был Киргизско-Российский славянский университет. Это самое первое здание мы увидели. Я с радостью написал своей коллеге, что мы вас сразу обнаружили и будем рады уже следующим утром прийти к вам в гости. Чем вот еще славится Северо-Кавказский федеральный университет? Давайте так, 3 сильные стороны и 3, не слабые, а такие больше проблемные. Ну, наверное, мы славимся своей многонациональностью. Среди более чем 25 тысяч студентов Северо-Кавказского федерального университета более 1600 это иностранные студенты из 62 стран мира. Мы славимся тем, что мы живем дружно, весело, активно, бодро, прекрасно учимся и занимаемся очень активно внеучебной деятельностью, спортивной деятельностью, культурно-массовой, общественно значимой, волонтерством. Это что касается именно студенческой жизни, то есть в Северо-Кавказском федеральном университете открыты все возможности с точки зрения студенчества для иностранного студента и для россиянина. Ничем не отличаются и абсолютно все возможности у иностранца есть. Второе, наверное, мы славимся тем, что наш университет открыт для нового. Да, то есть мы не хотим стоять на месте, жить какими-то былыми заслугами, мы хотим развиваться, мы хотим двигаться вперед и хотим перенимать лучший опыт, который есть не только в России, но и в мире, и, собственно говоря, в том числе и поэтому мы ездим в разные страны, чтобы с этим опытом ознакомиться. Ну и третье, наверное, безусловно, это можно сказать, это наш профессорско-преподавательский состав, который имеет в своем составе сплав опыта и молодости, да, это маститые профессора, ученые, обладатели различных премий, грантов. А о минусах или проблемах? 3 проблемных момента. Ну, наверное, первый проблемный момент, что сегодня мы здесь, а не там, нас не хватает. Сейчас в Ставрополе нас не хватает в Северо-Кавказском федеральном университете. Второй проблемный момент, что все-таки весна запоздала, и хотелось бы, чтобы быстрее стало тепло в Ставрополе. Мы приехали в Бишкек, здесь прекрасная погода, и вот, надеюсь, увезем это тепло, частичку тепла к нам. Третий
момент, который является проблемным. Ну, можно тогда я скажу. Третий момент. О хорошем сказал Александр Викторович, это просто. О плохом сложнее говорить, тем более ругать каким-то образом себя. Ну, есть такое вот вообще в переговорах, во всем слово проблема не упоминать, да, то есть принимать это как У вызов. нас такая честная реклама будет. Нет, это правильно, да. И мы, как и все высшие учебные учреждения, к сожалению, у нас есть бюрократия. Да, это большая проблема. Это проблема на самом деле не только на Киргизии, России. На самом деле, если любой студент приедет в любую европейскую или там Соединенные Штаты Америки, там не меньше, иногда даже больше бюрократических моментов, в частности с оформлением вида на жительство. Студенты выезжают за рубеж. Я знаю, как эта процедура проходит в разных странах. Поэтому в данном случае в Российской Федерации не все так плохо, но это проблема. Ну, эту проблему, вызов, да, договорились слово проблема не упоминать, этот вызов, мне кажется, в нашем университете очень хорошо снимается, работая все-таки одного окна. Александр Викторович, возглавляя свой отдел, наше управление международного сотрудничества является таким одним окном для любого иностранного студента. И не только иностранного студента. И наши ребята обращаются, и россияне обращаются, мы им помогаем с различными моментами, связанными с международными вопросами. И вот этот принцип одного окна, он позволяет нивелировать. То есть для нас это определенные сложности есть, студент практически их не видит. В чем и плюс, и минус получается. Поэтому мы вроде собрали 3 плюса, 3 минуса. Вот. А так на самом деле действительно замечательно хорошая студенческая семья. И мы очень будем рады, чтобы зрители, которые нас сейчас смотрят, и я думаю, что среди них, безусловно, есть студенты замечательного Киргизско-Российского славянского университета. Университет на слуху. Вот Александр Викторович даст соврать, практически на любую локацию мы езжали, будь это школа, будь это выставка, будь это мы выезжали куда-то в регионе, когда студенты слышали КРСУ, вуз очень, для всех это та вершина, к которой они хотят прийти, в том числе абитуриенты. Поэтому очень рады, что у нас есть такой замечательный партнер, наш первый партнер в Киргизии, вот первый университет, с которым мы начали сотрудничество, и мы очень рады иметь, как у нас на Кавказе говорят, приезжаешь гостем, уезжаешь другом. Какие есть планы по сотрудничеству с КРСУ? Мы вот сейчас наметили 3 основных наших плана мероприятий, таких больших сектора, которыми мы хотим дальше заниматься. Первым из них является же, конечно, обсуждение сетевых программ, о котором говорил мой коллега. Программы 2 дипломов со славянскими университетами не всегда эффективно делать в плане того, что выпускник Славянского университета получает как российский, так и киргизский диплом. А смысл программы 2 дипломов, что студент должен получить 2 диплома 2 разных стран. Вторым таким вот, мне кажется, важным моментом, это у нас такая появилась идея пока выйти с предложением совместной летней школы. Как Александр Викторович сказал, у нас туристический регион, у вас туристический регион, мы как раз вчера имели возможность посмотреть ваши туристические дестинации. Будет замечательно, если мы организуем такую школу, и студенты из России смогут приехать в Киргизию, и ребята как раз из Киргизии смогут приехать к нам. Ну и третье, это, конечно же, продолжение сотрудничества в рамках направления русского языка, по русскому языку. Мы уже имеем хороший опыт, мы уже проводили методические семинары совместно друг для друга, мы участвовали в презентации книг, которые ученые университета киргизско-российского издают. И мы в рамках этого визита мы с Александром Викторовичем предложили поработать вместе по направлению СМИ. Что говорят вообще о КРСУ? Что вы слышали? Ну, я слышал хорошие вещи. Вот, ребят, мы вчера как раз с коллегами ездили на туристическую небольшую экскурсию, и с нами была коллега из КРСУ, и когда мы представляли себя, то есть ребятам был интерес к Кавказу, когда услышали КРСУ, вот у вас есть такое направление, мы хотим поступить, то есть в моем понимании, ну, я же не знаю, это мой первый приезд в вашу замечательную Киргизскую республику, и иногда, вот, когда видишь со стороны, так скажем, вот вопрос и так далее, можно понять отношение в общем к университету, и это отношение максимально замечательно, то есть, а у меня
брат учится, а у меня друг учится. То есть университет, мы очень рады, что университет является действительно флагманом российского образования в Киргизии. То есть и смысл и суть создания этих ведь университетов была как раз создание такого центра притяжения по русскому языку, по русской культуре, то есть связать страны в сфере культуры, то есть это так называемая публичная дипломатия, да, то есть которая является, образование является одной из составных частей именно публичной дипломатии. Вот мы очень рады, что университет на сегодняшний день является крупнейшим. Вот мы были рады встретиться с ректором вашего университета, поздравить его, и если можно, мы прямо воспользуемся в эфире, буквально, да, в начале недели у него был день рождения, мы были рады лично ему передать поздравления от нашего руководителя, что университет на текущий момент, мы знаем, что он занимает первое место среди славянских университетов по количеству студентов, среди 4 университетов, которые такие созданы. И мы будем рады, что наш партнер, наш друг университет и дальше бы шел на новые вершины. На кого лучше поступать в Северокавказский университет? Вот топ-5 специальностей. Топ-5 от тебя и топ-5 Да, давайте топ-5. Ну, мы, может быть, тогда разделим топ-5 инженерных и топ-5 гуманитарных. Да? Давайте. Наверное, я, как представитель кафедры журналистики, в свой топ-5 обязательно включу журналистику и приглашаю ребят поступать на журналистику, тем более у нас впереди большие совместные проекты в этой области на прекрасной базе КРСУ. Наверное, сюда в топ-5 я включу направления, связанные с дефектологией. Наверное, еще можно упомянуть, если мы говорим о медико-биологических направлениях, да, уводим их от инженерных, то это, конечно, лечебное дело, которое пользовалось большой популярностью у абитуриентов на выставках и при беседах, при встречах в школах. Фармация, ну, наверное, основные направления я упомянул. Ну, переходя к инженерному профилю, мне очень приятно его сюда представлять. Несмотря на то, что я на текущий момент своего жизненного пути имею 3 высших образования, самое главное образование для меня это было инженерное образование. Я инженер-энергетик по базовому инженерному образованию. И лишь вторым высшим я получал юридическое образование в Российском университете дружбы народов, город Москва. И для меня всегда, когда ко мне подходят абитуриенты, начинают смотреть вот наши замечательные буклеты, мы всегда начинаем встречу с абитуриентом, что мы даем им буклет. И здесь представлено у нас 160 направлений подготовки. Мы их немножко обобщили. И мы предлагаем, посмотри, какое направление тебе интересно. Почему-то сразу взгляд бросается на юридические направления и так далее. И в процессе диалога ты начинаешь с абитуриентом говорить. И ведь самая главная задача не направление, даже не университет, а та точка важная, это его трудоустройство. Где студент хочет работать. И наше направление, которое у нас есть, электроэнергетика, электротехника, является хорошим базовым таким инженерным образованием, которое позволит специалисту найти, я думаю, работу по специальности без всяких проблем, если он запланирует остаться в Киргизии или даже если он поедет куда-либо в третью страну. Вторым направлением я бы, наверное, назвал строительство. Третий момент, представим, что у нас, видите, пока ни одного эти направления нет, я не сказал. Представьте, у нас нет телефонов, нет связи. Самое главное, чтобы было где жить, у нас над нами горел свет. И третье, наверное, чтобы было что-то поесть. Поэтому, наверное, технологические специальности. Четвертое направление – страна горная, поэтому, наверное, направление связано с геологоразведкой. У вас достаточно большое количество именно по добыче идет сырья, рудных материалов, поэтому горное дело, конечно же, тоже может быть очень важным. Пока вы думаете над 5-м направлением, потому что выбор еще велик, я дополню свой список. Заговорили про горную страну, я забыл туризм. Туризм, география, землеустройство, то есть это также важная составляющая, я думаю, экономики Кыргызстана, поэтому туризм это то направление, которое я бы рекомендовал к поступлению нашим абитуриентам из Республики Кыргызстан. Близкие к нему направления география, близкие к нему направления землеустройства и кадастра, это все Институт наук о земле. Про студентов по обмену. Отличаются ли они вообще чем-то от остальных, возможно, какими-то склонностями, особенностями?
Входящая мобильность есть у нас в университете, мы ее расширяем. У нас есть такие интересные, я хотел бы такие, о нескольких ребятах наших рассказать. Буквально 2-3 года назад, до пандемии, к нам приезжал молодой человек, он магистр португальского университета Коимбры, имя у него Жоао. Замечательный, веселый, позитивный парень, по направлению он турист, он приехал писать магистерскую диссертацию по программе Erasmus. То есть было профинансировано Евросоюзом приезд, проживание и стипендия. Так как он турист, он приехал в туристический регион, его основной задачей было прописать, как раз сравнить именно туристические маршруты, туристические дестинации России и Португалии. То есть такой компаративный анализ у него был тематикой. Ну, интересно, что он приехал не один. И вы никогда не догадаетесь, с кем он приехал. Он приехал с большой немецкой овчаркой. Он путешествует с ней по всему миру. Кличка у этой собаки Зумба. У нас самый первый для нас был челлендж, это найти, во-первых, где ему жить, потому что, в общем-то, мы абсолютно пытаемся быть максимально удобными для нашего абитуриента, но по нашим нормативам мы не можем его заселить в общежитие, к примеру. Это тоже было определенной сложностью. Мы нашли ему проживание в нашем городе, в комфортной квартире. И вот еще одним из моментов был, он же не мог оставить эту собаку, он с этой собакой путешествовал везде. Он проехал с ней все республики, у нас объехал все горнолыжные курорты. Но самым главной его, так скажем, задачей была на этот период, это подняться на самую высокую точку Европы, гора Эльбрус. 5642 метра, вместе с собакой. Вот, поэтому мы им помогли, организовали тур, значит, мы для себя тоже открыли, что у нас вместе с домашними питомцами у нас поднимается, это достаточно непростой подъем, вот, и он сделал его, он сделал эти фотографии, мы до сих пор эти фотографии с радостью используем у себя и в презентациях, у него попросили их, и мы всегда рады вот вспомнить о нем. И теперь итог. То есть он вернулся на родину, он шикарно защитил магистерскую работу, мы получили очень хорошие отзывы о работе, которую он у нас провел. И у этого парня, который ездил по обмену, у него большая идея фикс наладить туристические маршруты, туристические обмены между Португалией и Северным Кавказом. Ну, чтобы вы понимали, это очень далекие точки друг от друга. Получается, Португалия все-таки материковая, итог Европы, окончание Европы. И теперь сравнивая с теми ребятами, которые вот у нас, да, есть. Такие же ребята, вот, жизнерадостные, позитивные. Вот с человеком, правда, вот мы с ним несколько раз вот, на выезды выезжали и так далее, мы обсуждали все. Одни и те же проблемы у студенчества, одни и те же радости. И очень классно, что вот студенты имеют возможность общаться друг с другом. То есть наши студенты этого направления, эта программа у нас билингвальная, то есть у нас студенты учат как дисциплину на русском, так и на английском. Поэтому проблем с коммуникацией не было никаких. Вот. Поэтому самое главное, что есть вот такое живое общение между студентами. Мы в эпоху онлайна, в эпоху постпандемийную эпоху, наверное, потеряли самое главное в этот период, это вот такие очные контакты, потому что онлайн замечательно, Zoom ссылка замечательно, Skype замечательно, но без личного контакта, вот этого общения, оно все-таки остается. У нас были тысячи встреч, я вам сейчас не готов рассказать практически ни об одной, потому что они как-то прошли мимо. А приезд этого замечательного парня из Португалии вместе с его замечательным питомцем, это, конечно, для нас это такое хорошее, доброе, запоминающееся событие. Буквально недавно у нас приехали 2 ребята из Италии. То есть мы очень рады были, что у нас на программу 2 дипломов, обычно с европейскими партнерами, ну как-то так по сложившейся традиции, обычно наш студент выезжал за рубеж. Но 2 ребят из Италии, они заинтересовались. Это наша совместная программа «Международный менеджмент» с Римским университетом Сапиенца. Парень и девушка, они оба родились в Риме. Они приехали на Ставрополье получать высшее образование. Для нас это тоже был челлендж, потому что ребята, мы же понимаем, что если человек приехал с одной из древнейших европейских столиц, у них, конечно же, есть, наверное, определенные пожелания, так скажем, к размещению. Но когда мы их разместили в нашем обычном общежитии с нашими ребятами, которые живут,
Это замечательно. У нас, в принципе, вот в Италии, в нашем университете, в нашем кампусе такие же общежития, такие же классные ребята. Они у нас полностью вот отучились один семестр, прошли все, сдали все экзамены успешно, и летом они получат двойные дипломы. И когда мы с ними общались, я сам когда-то проходил 3-месячную стажировку в университете Италии, вспомнил все, что мог на итальянском языке в тот момент, то, что запомнилось. Вот. И я спросил, ребята, зачем? Ну, как бы, вы получаете диплом одного из лучших университетов Европы. В Римском университете Сапиенца обучается 400 тысяч студентов. Это практически как город Ставрополь. Я говорю, почему в Ставрополь приехали? Для чего? Почему выбрали эту программу? У них самый главный ответ, потому что мы планируем дальше строить бизнес вместе с Российской Федерацией. Мы планируем развивать, у нас есть частные, ну, у них есть фирма, вот, и одного, и второго студента, их родителей, в Италии очень это классическая система, когда именно идет семейный бизнес, и это практически повсеместно. Там у нас, говорит, есть свой бизнес, мы производим определенное оборудование, мы хотим работать с Россией, поэтому нам нужно понимать менталитет, язык, они в рамках этой программы русский язык тоже изучают, и ваш университет, наши ребята приезжают, они как по своей доброй воле, рассказывая про наш вуз, рассказывая про наш регион, они с восторгом уехали, и мы очень рады, что таких студентов у нас становится все больше и больше. Ну, я думаю, и несколько слов, про текущих студентов, специфика такова, что основная часть из более чем 1500 студентов иностранцев это страны Центральной и Средней Азии и африканские страны, хотя в нашей, естественно, есть европейские страны в нашей географии, естественно, у нас есть Центральная и Южная Америка, у нас есть и Южная Азия, это Индия, Шри-Ланка. Основная все равно часть это страны бывшего Советского Союза, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Естественно, у ребят есть своя специфика, у африканских ребят есть своя специфика, то есть у них есть свои интересы, которые, может быть, не всегда совпадают полностью с интересами российского студента. И вот в этом и наша цель, и мы видим в этом в том числе свою миссию, чтобы они сумели понять, принять и нести дальше российскую культуру, а мы обогатились тем, что эти ребята принесли нам, и тем особенностям, которые есть у этих ребят. В связи с этим мы, естественно, расширяем палитру внеучебных мероприятий и празднуем не только российские праздники и традиционные российские фестивали, но и праздники, присущие странам Центральной и Средней Азии и африканским странам. Так мы обязательно празднуем Наурус, вот буквально перед нашим приездом 22 марта мы очень бурно и красиво отпраздновали очень красивым фестивалем этот праздник весны. 25 мая мы также традиционно празднуем День независимости Африки, провозглашение независимости, то есть проводим большой фестиваль, конкурс мистер и мисс Африка, награждение лучшего африканского студента. То есть мы понимаем, что этим ребятам нужно особое внимание, оказываем его, и может быть в том числе и этот момент, когда они потом, уезжая домой, рассказывают своим друзьям, родственникам, родителям, они говорят о том, что мы понимаем их запрос, и мы на этот запрос чтобы они чувствовали себя как дома. Да, чувствуют себя как дома, действительно. Александр Викторович, вопрос, наверное, к вам. Расскажите про ваш телецентр. У нас есть студия для видеозаписи, для аудиозаписи, для подкастинга. Мы, студенты, также, как и у вас, также на замечательной базе, в практических условиях, имеют возможность попробовать себя, снять какой-то стендап, выехать куда-то, поработать перед телесуфлером, то есть, чтобы потом, даже несмотря на то, что, допустим, они не будут тележурналистами, а будут, допустим, в корпоративных медиа работать, они могли спокойно, уверенно зачитать пресс-релиз своей компании, или какой-то новостной дайджест. Естественно, те ребята, которые планируют стать тележурналистами, имеют возможность работать на современном оборудовании, и, соответственно, свои навыки вот именно в боевых условиях, чтобы, любая тренировка, важна перед соревнованиями, потренировался, а потом ты более уверенно себя чувствуешь. Здесь еще немаловажный момент, что мы в ближайшей перспективе будем создавать большую, еще расширять,
базу оборудования, создавать студию для подкастинга, для блогинга, да, то есть чтобы это был и аудио, и видео контент, который мы можем записывать, и это оборудование будет в доступе студентов уже с первого курса, да, то есть и до окончания магистратуры, то есть все 6 лет, чтобы студенты могли иметь доступ к оборудованию и использовать все современные технологии, которые есть на данном этапе. Видя, что у вас тоже прекрасная студия, мы очень рады, что это так, и прекрасное оборудование, прекрасные специалисты работают здесь, и в кадре, и за кадром. Передаем им большой привет сейчас. Это очень хорошо. Я думаю, что наши кафедры с учетом современных тенденций будут теперь сотрудничать, связывать, проводить телемосты, прямой эфир и непрямой эфир, и участие в различных совместных проектах и конкурсах станет не эпизодическим, да, а станет постоянным, плодотворным, взаимовыгодным сотрудничеством. Да, спасибо. Про выбор профессии вуза. Как вы думаете, на что нужно в первую очередь обращать внимание, когда ты выбираешь себе учебное заведение? Первый момент – это, конечно, конечная профессия, то есть кем хочет стать. Второй момент – нужно понимать регион, куда ты переедешь. Потому что 4 года – это не туристическая поездка на неделю. Одну неделю можно пробыть в регионе, где весь осенне-зимний период, туманы, дожди, холод и постоянная высокая влажность. Или тот регион, в котором минус 40 является обычной температурой, с этой температурой школьники идут в свой класс. Комфортно ли это будет студенту? Потому что когда студент приезжает, у него, к сожалению, начинается вот именно классическая адаптация. Да? То есть адаптация к тому климату, к которому он приезжает. И если эта погода его не устроит, он, скорее всего, начнет болеть. Он будет не успевать. Он не сможет появляться на замечательных мероприятиях, которые коллега мой рассказывал. Поэтому студент должен быть здоровым, сильным, счастливым и накормленным. Поэтому нужно выбирать тот регион, который ему будет по душе. Мы очень рады и признательны были ребятам рассказать, что регион Северного Кавказа географически, климатически, этнически он близок и удобен для абитуриента из Киргизии. Потому что у нас есть такие же замечательные горы, чуть южнее у нас Северный Кавказ, у нас есть море, у вас есть Иссык-Куль, поэтому у нас рядом с нами. Поэтому и примерно, кстати, в такой же часовой, столько же часов нужно потратить, чтобы до моря добраться. Поэтому в целом они попадают в очень комфортную обстановку. А стоит ли выбирать, так скажем, специальность, которая не востребована и по которой ты понимаешь, что не будешь работать, но тебе интересно? Риторический вопрос, наверное, да, то есть один человек будет упорно выбирать это, да, а второй скажет нет, и посмотрит атлас профессии, увидит, что эта профессия через 10 лет будет заменена, да, по прогнозам роботами, что называется, да, и поймет, что в этой профессии нет будущего. Часто вот бывает, что со временем профессия перестает нравиться, ну или что-то происходит. Большая ли ошибка бросать то, что ты начал? Если можно, я скажу один пример интересный. Просто у нас чем хорошо, мы работаем, вот, действительно, мы в хорошем смысле детьми называем. Потому что на самом деле они становятся как дети, и вникаешь и в семью вникаешь, и в жизнь человека вникаешь, и пытаешься максимально человеку помочь для построения его успешной траектории. У нас учился молодой человек на направлении история. Он дошел до 3-го курса на историческом факультете. И он к 4-му курсу как-то осознал для себя, что он хочет быть переводчиком. И он обратился к нам в отдел. У нас мой отдел занимается не только академической мобильностью, но мы ребятам помогаем, если они видят свою траекторию даже не в Российской Федерации, мы им помогаем выбрать программу и университет для обучения в магистратуре за рубежом. И он пришел, говорит: Владимир Владимирович, я хочу учиться на переводчика в Венгрии. Я говорю: я не против, но посмотри, ты же историк. Какой у тебя уровень языка? У парня уровень языка была 2. Ну, то есть очень достаточно слабенький язык для того, чтобы выезжать. Проходной уровень был B2, а лучше C1, ну, потому что это перевод. Я говорю: ну ты пойми правильно, ты будешь соревноваться с теми, кто 4 года, скорее всего, был либо лингвистом, либо переводчиком. Он меня услышал, это где-то было вот сентябрь, октябрь. Дело к номинации идет, это идет ближе уже весной, апрель-май. Парень за полгода поднял свой язык до B2. Причем, ну, я думал, что где же он взял этот сертификат, он принес IELTS. То есть он принес сертификат IELTS с уровнем B2. Вот. Мы с моими коллегами проверили его языковые компетенции, мне кажется, его даже недооценили.
То есть человек с крайне огромной мотивацией, он настолько взялся за это, он выучил этот язык, он сейчас является студентом университета Дебрецен в Венгрии, магистратуры полной. То есть он поступил на эту программу. То есть вот речь идет о том, да, вот я вначале вроде сказал, что должна быть точка. У него была точка историк, видимо, когда он поступал. Ну, как правильно сказал Александр Викторович, время идет. И он понял для себя, что он хочет быть переводчиком. Он бросил все, он учил активно язык, он закончил исторический наш, и вот мы его номинировали, он успешно прошел. И вот с сентября он обучается у нас в Дебреценском университете на переводоведение. Я с ним списываюсь, говорю, как у тебя дела, что это? Говорит, замечательно, замечательный университет, все у меня получилось. То есть в тот момент, я прошу прощения, обращу внимание, если в тот момент, когда я его вроде бы демотивировал своим вот этим спичем, он должен был сказать, ну ладно, я вот закончу историю, ну подумаю, как там, может быть, через год я в магистратуру. Нет, он засучил рукава, выучил английский язык и прошел на эту программу. Вот вам живой пример того, как меняется траектория роста. Да, я к тому хотел просто прокомментировать, что, наверное, бросать именно смысла нет. Все-таки закончить тот этап, на который ты поступил, да, получить это базовое образование, историк, инженер, да, лингвист, дефектолог, СМИ, журналист, IT. Да, если ты в процессе понял, что немножко не то, дальше же магистратуру искать, да, вот это новую точку интереса, новое развитие карьеры, основываясь на том, что ты уже в какой-то сфере специалист. Да? Это же может расширить спектр того, куда ты пойдешь дальше. И, собственно говоря, переводчик стал с историческим контекстом, да, скажем так. Будет переводить книги. Да, то есть это ну, как бы расширить свой да? диапазон возможных, свое приложение своих умений и навыков, которые дает жизнь. И Северокавказский федеральный университет. Я еще одну фразу добавлю, ведь для этого Болонская конвенция была подписана. Для этого и существует бакалавриат и магистратура. Не просто так, чтобы человек мог подкорректировать свою траекторию примерно в тот же промежуток времени, как бы он получал одно образование в течение 5 лет. Ну и последний вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы вот из Кыргызстана поступить в Северокавказский федеральный университет? Желание. Нужно зайти я думаю, что на сайт www.ncfu.ru, обратиться в раздел абитуриенту, иностранному абитуриенту и найти контакты отдела рекрутинга иностранных студентов. Там будут контакты, еще раз повторюсь, живем в цифровой век, различные мессенджеры, электронная почта, обратиться в отдел рекрутинга иностранных студентов Северокавказского федерального университета. По вашему запросу в виде индивидуального общения будет рекомендованные направления, будут рекомендованные в зависимости от базовых знаний, да, и базовых стремлений человека. Само поступление происходит в виде электронного онлайн-тестирования. Да, то есть внутривузовское тестирование, которое человек может сделать как у себя дома, да, так и скажем так, на базе выездной приемной комиссии, приемной кампании, которая в июне-июле будет работать здесь, в Бишкеке, о чем каждому, кто свяжется с отделом рекрутинга, будет сообщено, и вся информация доведена. И вот немаловажный момент, который мы поняли здесь, общаясь с людьми, это отсутствие коммуникации, отсутствие информированности, информации. Рассказывая, казалось бы, для нас очевидные вот вещи, которые лежат там. Да вы что, так можно? Правда? А мы не знали. Откуда это взялось? Да это ж вот это. Мы с этим работаем каждый день. Поэтому www.ncfu.ru, отдел рекрутинга иностранных студентов, приемная кампания 2022. И, соответственно, мы будем с вами на контакте, будем рады видеть вас студентами Северокавказского федерального университета. У нас в гостях была делегация Северокавказского федерального университета. До новых встреч!